одно из самых запоминающих вот в те годы, это вот, как говорят, омертвление грузинского языка. Когда мне принудительно с меня хотели сделать грузина, это совершенно другое. Если говорить о предках, один из достойных предков, который представлял фамилию Дзогипа, вообще до сих пор мы все не знаем, каким образом у нас оказалась фамилия Гагулия. Но это издержки истории, будем так говорить. Один из достойных Дзогипа – это тот, который по описанию нашего великого ученого Дзидзария не пускал абхазов в махаджирство. Это, я думаю, сегодня, когда у нас проблема махаджирства обсуждается в разных вариантах, в разных вариациях, и если бы были бы такие, как он, еще несколько человек, может быть, часть Абхазии у нас осталась. Он смог, по крайней мере, село Лыхны, в котором он проживал, в какой-то мере остановить не только против толпы, это против владетелей, против тех, кто содействовал переходу. Ну, там много сил участвовало. Все мы знаем прекрасно, что махаджирство было искусственно создано и создано великими державами. Каждый были в чем-то заинтересованы. Это великое бедствие для всего нашего народа. И в великом бедствии каждый, кто находил себя и мог защитить свой народ, это те достойные люди, на которых можно мериться. И мы недавно прошли войну, в которой определяла судьба Абхазии. И тоже участвовали великие державы, и нам пришлось для того, чтобы выдержать все это испытание, пожертвовать нашими достойными людьми. Они погибли во имя блага Абхазии, во имя нашего сегодняшнего существования. Вы знаете, история выдвигает личности. Она создает какие-то определенные условия, в которые неординарные личности находят себя и становятся личностями. И сегодня никто не может отрицать личность в истории любого государства, личность в истории любой нации. Это раньше как-то нас всех учили, что личность это не играет никакой роли, а играет коллектив. Коллективное мышление, коллективный подход ко всем вопросам. Нет. И я думаю, даже на сегодняшний день мы можем убедиться, что личность Владислава Григорьевича, которая сегодня смогла сделать так, чтобы сплотить народ, возглавить народ. Вы знаете, только люди, не понимающие, что может случиться, могут жертвовать чем-то, но люди, которые предопределяют свою историю и знают, что их цель победить, это личности. Вот как личность он победил
4-миллионные, 5-миллионные государства, не имея на это никаких ни средств, ни возможностей. Но как личность он смог найти ключевые точки, от чего он должен был отталкиваться. От воли народа, от мужественности народа, в борьбе за справедливость. Это личности. Мы сегодня можем смириться, что там Наполеон плохой был, Петр I плохой был, еще кто-то. Но они остались личностями в истории. Делали они плохо или хорошо, но они остались. Ну, понимаете, то, что сказали о том, что многие могут примазаться, многие могут... Это было всегда и будет. Это испокон веков в обществе, в котором люди жили, всегда находились и герои, и подлецы. И иногда они перебегают из одного ряда в другой ряд. И сейчас могу вот сказать даже в отношении Владислава Григорьевича, что многие, которые были против него, когда он был жив-здоров, охаивали его, говорили непотребные вещи про него. После его смерти, когда понятно было, что человек умер, и о нем уже говорить плохое непотребно, они вдруг все стали возвеличивать его. Это, знаете, вот это лицемерие, то лицемерие, которое разлагает общество. Теряется вера в справедливость, вера в то, что правда должна восторжествовать. Знаете, Владиславу Григорьевичу не надо говорить плохо или хорошо. Он сегодня наш, как говорят, вождь, который победил врага. Вы знаете, у каждого человека есть какие-то разные слабости и все. Но речь же не идет о слабостях, речь идет о сильных сторонах личности его. Для меня родители это были люди, которые мне дали жизнь, которые мне дали воспитание, передали все традиции своего народа. Это люди, с которыми я мораль впитывал от них. И все, что я мог в жизни сделать, научиться, я учился у них. Даже вот много лет после смерти отца, даже и сейчас я уже в таком возрасте, иногда я мысленно разговариваю, советуюсь с отцом, а как бы он поступил бы, а как бы он сделал бы, и как будто бы хочу услышать какой-то ответ. Пока меня сегодня называют Леонидовичем, значит, мои родители все тоже живы. Хотя их физически нет, но они живы тем, что вспоминаю. И мне очень приятно, когда старшие люди, старше меня, встречаясь со мной, иногда меня называют Леней, которые знали моего отца, были близко с ним знакомы. И мне вот очень приятно. Приятно, что меня ассоциируют с моим отцом. Отец пользовался, я могу сказать, большим авторитетом среди своих сельчан. Он долгое время возглавлял в Лыхнах сельсовет, как по-абхазски говорят, старшиной был. И возглавлял он 17 лет. Это очень большой срок для села. Село, которое знаменитое было в Абхазии. Как вы знаете, там самые именитые гости, приезжающие в Абхазию, не посетив села Лыхны, никто оттуда не уезжал. Родители больше, может быть, уделяли в наше время нам, чем многие сегодня родителям удается уделить время. Вы знаете, сегодня многие молодые родители, они
считаю, что детям надо купить хорошую игрушку, повезти его на машине, довести его туда, привезти его сюда, и в этом заключается все воспитание. Мы теряем многие абхазские традиции тем, что мы их не видим, и исполнение этих традиций не видим в самой семье. Конечно, цивилизация, интернет, все это хорошо, но он с собой традиции не приносит, он наоборот их уносит. Поэтому нам обо многом надо задумываться, какую роль должны играть родители в воспитании будущего поколения. У меня был такой момент в жизни, когда, как это правильно сказать, создал я семью, родились дети, и отец мне как-то говорит: слушай, сынок, надо покрестить детей. Я говорю: пожалуйста, папа, раз ты говоришь, надо покрестить. Ну, я хочу тебя предупредить, ты молодой, закончил институт, твое будущее зависит от того, что ты там будешь в партии, будешь там, будешь здесь. А если, не дай Бог, узнают, что ты крестил детей, это может помешать твоей карьере и многим процессам. Я говорю: ты об этом не думай. Это моя проблема. Если ты сказал, что надо крестить детей, значит, давай будем крестить детей. Но потом я решил, все же осмелился. Я говорю: скажи тогда мне один вопрос, ответь, чтобы я для себя это понимал. Я говорю: вот мы абхазы, у нас ажира хамол. Я говорю: мы делаем то, что положено, как всегда выполняем обряды, все это, но это все же языческая вера. Но в то же время все мы считаем себя христианами, мы все крещенные, и вот ты сейчас хочешь, чтобы детей мы тоже покрестили. Я говорю: и плюс ты в партии, и я тоже скоро собираюсь вступить в партию. Как вот это все совместить? Он говорит: знаешь что, сынок, это надо смотреть, говорит, в жизнь и к ней относиться нормально. Что такое, говорит, языческая вера? Это вера людей, которые жили десятки тысяч лет тому до нас, и десятки тысяч лет они ее исполняли. Она к нам перешла. Ну, а я говорю: а христианство? Ну, христианство, говорит, 2000 лет только существует. Но мы приняли христианство. Ну, я говорю: может быть, а партия? Это, говорит, придумали новый уклад жизни, как мы должны жить лучше. Поэтому все надо соблюдать, и главное верить в самое хорошее, самое святое, что в каждом и в этом учении есть. Я вот поэтому исхожу из того, что, конечно, есть люди там, как ты говоришь, ортодоксальные, есть другие, либеральные. Я не считаю себя ни тем, ни другим. Я обыкновенный человек, который воспринимает жизнь такой, как она есть. Как называют свой город абхазцы, Акуа, столица Абхазии. Город утопает в зелени летом и зимой. Год 60-й, но это мы как раз, я заканчивал уже школу. И для меня первые такие воспоминания те были, что я перестал учить грузинский язык.
Это одно из самых запоминающихся. Это как будто была свобода, обретенная непонятно откуда и что и почему. Ну, мы понимали, что что-то плохое, то, что мы учим грузинский язык, но в чем оно должно выражаться, как оно должно выйти на свободу, мы не понимали, откуда оно придет, но она пришла. То есть мы вздохнули более-менее свободно и себя как-то почувствовали больше уважаемыми людьми, что мы имеем право изучать свой абхазский язык, говорить по-абхазски, общаться, что есть абхазские школы, в которых мы смело можем говорить, что мы учимся в абхазской школе. Это вот одно из самых запоминающих вот в те годы. Это вот, как говорят, омертвление грузинского языка. Не потому, что грузинский язык плохой язык, я бы с удовольствием его знал бы, если бы, но когда мне принудительно с меня хотели сделать грузина, это совершенно другое. Школу закончил, поступил в институт, учился я сам в Белоруссии. А вот попала, когда в Белоруссию, там я еще почувствовал такое теплое, хорошее отношение народа. Вообще белорусы очень интересный народ. И я даже про себя вынес такую формулу, что если в Советском Союзе когда-нибудь наступит коммунизм, который нам тогда, то он первый наступит в Белоруссии. Вот настолько там было хорошо, чисто, уважительно. Я чувствовал себя в Беларуси как дома, потому что очень правдивый народ, очень честный народ, очень прямой народ. Мне было 18 лет, когда я попал в Минск. Я исходил из того, что я представитель другого народа. И мне не хотелось выглядеть, я извиняюсь, дураком среди всех тех, кто обучался в нашем институте. Институт у нас был большой, 25 тысяч человек. Учились очень многие из разных, даже не внутри России разные нации, а многие государства. И Алжир, и Вьетнам, я не помню сейчас все эти государства, но очень большое количество иностранных студентов. И вот я себя чувствовал как представитель Абхазии. И, кстати, в тот период именно в нашем институте я был единственный абхаз. Других не было. Были в других институтах, но в том институте в тот год никого не было. Я думаю, помню, даже очень часто многих удивляло, что я вставал при входе, когда входили какие-то старшие, даже в аудитории, на меня первое время смотрели, что он встает. Ну, вот это внутреннее воспитание, оно предопределяло, что надо себе так вести. Драники – это самое знаменитое, что есть в Беларуси. Но я для себя в Беларуси узнал, что с этого картофеля можно 150 блюд приготовить. И эти блюда, которые там перечислялись, и я был всегда удивлен, что такое количество разнообразия делалось из картофеля. И, во-вторых, мне как студенту картофель был приятен, потому что я, как сегодня помню, он стоил 9 копеек. И для нас, студентов, живущих в общежитии, на 1 рубль мы покупали ведро картошки, и нам хватало. Ну, я думаю, что это заложено все же природно. И это, могу сказать, внутренняя ответственность.
доводить любое дело до логического конца. Если я не прав, я лучше промолчу, пойду, как говорят, домой, возьму умную книжку, прочту и буду понимать, о чем я. Вот не скрою, я был, когда премьер-министром, и приходилось встречаться со многими людьми, с разными по профессии, по специальности. И сегодня, как говорят, разговариваешь с врачами, завтра со строителями, послезавтра разные музыканты, разные. И ты хочешь, не должен выглядеть глупым перед ними. Или говорить, как многие сегодня говорят, я так считаю. Я не считаю так. Я должен быть готовым. Мне приходилось, не скрою, да, я готовился. Я читал о том вопросе, о котором я хотел завтра говорить с теми людьми. То есть я считал себя ответственным для того, потому что я понимал, что я должен принять решение. Но я не могу принять решение по принципу «я так считаю». Я должен был принять решение на основе той дискуссии, которую я мог бы проводить с людьми компетентными. Но для того, чтобы с ними разговаривать, я должен был знать предмет разговора. И вот надо было его сидеть и изучать. Вот я сидел и изучал. Есть люди, которые берутся за управление, не понимая и не чувствуя. Знаете, есть чутье, которое, не знаю, откуда-то идет. Если его нету, значит его нету. Быть премьер-министром – это такая же работа, как и все работы выполняются. И я ее должен был достойно сделать, достойно. И от того, что я стал премьер-министром, я не стал другим человеком. От того, что я буду сегодня ходить задравший нос и публично везде всем показывать, что я сегодня премьер-министр, от этого работа моя не улучшится, от этого лучше никому не станет. Поэтому я считал, что мое дело работать. Есть, я с удовольствием хочу это сказать, был публичный человек Владислав Григорьевич, в тени которого мы должны были работать. Мне она, вот эта публичность, никогда не импонировала, и я за ней не стремился. И второй раз я не стремился к власти. Я как говорят, не посылал делегации, я не устраивал разные митинги. Меня позвали второй раз в власть и сказали, тот же покойный Владислав Григорьевич сказал: Гена, тяжелое положение, брось все свои дела. Я тогда был в Москве. Брось, ты нужен родине. Все. Деньги не должны идти впереди человека. Деньги должны быть сзади. Деньги нужны. Они никому никогда в жизни не мешали, потому что они помогают пройти определенные препятствия. Но когда они начинают застилать твой ум и становятся впереди тебя, и ты видишь только деньги и больше ничего, ты не увидишь. Когда они стоят сзади тебя и в чем-то тебе помогают, это совершенно разные ситуации. Не знаю, я не скажу, что я человек безденежный, но никогда не старался, как это правильно сказать, сделать деньги. Я всегда старался заработать деньги. Это разные вещи. Сделать деньги и заработать деньги. Поэтому легче себя чувствуешь и уважаешь сам себя, когда ты зарабатываешь деньги. Когда делаешь деньги, это совершенно другая история и совершенно другие вопросы.
во-первых, это была историческая встреча. Могу сказать, что по степени продолжительности она была очень... Мы в общей сложности, я с Путиным встречался почти 4 часа. Час мы разговаривали с ним 1 на 1. И после этого у нас была встреча с Шеварднадзе, она длилась тоже около 3 часов. Если говорить о Путине, это, как не знаю, характеристику давать президенту другого государства, но это человек, который являлся мессией для России. И вот когда знаешь человека из газет, из журналов, из телевидения, это одно. Ты видишь его поступки, слышишь, показывают только там, выбирают какие-то лучшие моменты или худшие моменты. И совершенно другое впечатление может у тебя создаться, если ты общаешься с человеком напрямую, смотришь как глаза в глаза. И я вот тогда для себя убедился, что этот человек не только неординарный, это человек и вправду для России спасение, потому что настолько умно он говорил, что как раз надо быть совсем дураком, чтобы не понять те вещи, о которых он говорил. Но никакого величия, никакого пафоса, что он президент России. И, кто такой я? Премьер-министр Абхазии, непонятно где находящийся, никем не признанный, тем более в те годы, в 2000 году. Он говорил, как будто бы мы с ним товарищи, как будто мы близкие, как будто он много лет нас знает. И самое главное, что он знал о всех наших проблемах, о всех наших делах. Это сразу я уловил, но нигде он, как это правильно сказать, ни разу не указал, что вы это не так сделали, вы не то сделали, или и так вы должны, или и так. Никаких таких намеков даже и близко не было. А когда у нас пошла встреча уже втроем, я убедился в его гениальности, как так сделать, чтобы твой партнер по переговорам был зависим от тебя. Это он, я не знаю, можно рассказывать, нельзя рассказывать, но классически он проставил постановку встреч так, что вот этот великий Шеварднадзе, которого хвалили Лис, самый умный, самый не знаю какой, он был уничтожен. Он был... Я таким, но я Шеварднадзе много раз встречал, но я его таким не видел. Это был не президент Грузии, а какой-то старый человек, который иногда не знал, как себя вести. Вот это смог сделать Путин какими-то определенными постановками. Я не знаю, не хочется рассказывать о них, как это было сделано, но это было сделано так, что морально Шеварднадзе был уничтожен. Может быть, не стоило говорить, но скажу. В изречение моей супруги, когда она мне сказала: слава Богу, что я дожила до такого момента, что вижу, что тобой кто-то командует. Признаюсь честно, что я всю жизнь привык работать на должностях, где я командовал. И вдруг оказалась ситуация, что мною тоже можно командовать, но командовать могли только те, кто, как по состоянию, положению, были равные со мной, так как они были оберегаемые, это внуки.
У меня на сегодняшний день 5 внуков, 1 внучка. А внуки уже настолько большие, что я горжусь ими, радуюсь им. Я даже иногда задаю себе вопросом, а в кого они пошли, что они такие? Меня подразнивают, говорят, они, наверное, от кого-то научились что-то. Старшие, дочь у меня старшая, и вот у нее 3 сына. Вот сегодня у нее 2 учатся в Англии. Никто не анализирует, почему наша молодежь, которая выросла в условиях Абхазии, училась в школах Абхазии, и 90%, которые учатся в российских вузах, куда мы отправляем их по лимиту без экзаменов, они в числе лучших. Очень редко, когда из вот тех направленцев, которые направляют, что кто-то вылетел оттуда. Их хвалят, их ставят в пример. Это говорит о той молодежи, которая у нас есть, что какой потенциал у этой молодежи есть. Нельзя судить о молодежи, которая здесь, я извиняюсь, немного себя плохо ведет, что это будущее Абхазии. Будущее Абхазии за той молодежи, о которых мы можем гордиться. Я вот, например, горжусь своими внуками. Горжусь тем, что в Англии, в которой очень тяжело учиться, они учатся не на русском языке, а на английском полностью. И они входят в 10 лучших учеников. Это для меня очень большой показатель. То же самое касается и других внуков. Как говорят, их никто не заставляет учиться, они сами учатся. Я почти объездил полмира, и как-то имею право сравнить жизнь в тех или иных государствах. Мы намного лучше выглядим, чем некоторые государства.